Абхазия, еще недавно считавшаяся братской и почти родной территорией для миллионов россиян, вдруг удивила всех неожиданным и резким заявлением. В эфире абхазского телеканала, с каменным лицом и уверенностью в голосе, представитель местного МИД объявил: «Мы призываем граждан Российской Федерации воздержаться от поездок в Абхазию». Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба. Он сослался на перенаселенность, неуважение к абхазской культуре и угрозу национальной идентичности. Видео с его речью мгновенно разошлось по интернету, и россияне начали массово делиться гневными комментариями. Никто не мог поверить своим глазам. Страна, которая практически полностью живет за счет российского туризма, делает подобные заявления в начале сезона. Социальные сети вспыхнули. Твиттер и телеграм-каналы наводнили скриншоты с высказываниями чиновника, реакциями блогеров и мемами на тему невкусного гостеприимства. Кто-то писал: «Абхазия кусает руку, которая ее кормит». Другие предлагали: «Время наконец-то сделать ставку на Сочи и Крым». Известные российские ведущие, политики и даже комики не остались в стороне. Владимир Соловьев посвятил отдельный эфир этой ситуации, назвав произошедшее ударом в спину. Он напомнил зрителям, как Россия в 2008 году признала независимость Абхазии и спасла регион от полного исчезновения. Теперь же, спустя всего 16 лет, Москва получила вот такую благодарность. На этом фоне начался настоящий информационный штурм. Федеральные каналы переключились на обсуждение неблагодарности и хамства со стороны бывших союзников. Журналисты делали репортажи с пляжей Абхазии, брали интервью у шокированных туристов, которые уже находились там. «Мы приехали на отдых, а теперь чувствуем себя нежеланными гостями». Некоторые семьи решали немедленно вернуться, даже не дождавшись конца оплаченного тура. Кто-то говорил: «Деньги – это не все. Гордость важнее». Ответ со стороны российских туроператоров был мгновенным. Уже на следующий день после заявления абхазского чиновника, крупнейшие компании объявили об отмене путевок в регион. Сайты забронированных туров стали показывать красные оповещения: направление временно недоступно. Туристы начали массово запрашивать возврат средств. Отели, гостевые дома и даже частные квартиры, сданные в аренду, начали получать отмены и отказ от бронирований. На абхазской стороне границы начались первые признаки паники. Очереди, бывшие символом летнего сезона, исчезли. Пограничники скучали. На набережных Гагры и Пицунды царила мертвая тишина. Владелец одного из пляжных кафе с грустью говорил: «Такого не было никогда. Даже в ковидном 2020-м у нас было больше людей». На местных рынках продавцы вин, меда и сувениров впали в ступор, торговля остановилась полностью. Местные СМИ начали осторожно критиковать заявления властей. Один из редакторов провинциальной газеты писал: «Мы сами себе стреляем в ногу». Тем временем в России движение «Не поеду в Абхазию» начало набирать обороты. В ТикТок и Инстаграм появлялись видео, где россияне торжественно срывали свои бронирования, сжигали билеты или символически бросали чемоданы на землю. Новый тренд распространился даже на популярные блоги. Ютуберы начали выкладывать обзоры: 5 причин, почему Абхазия больше не в приоритете. Реакция была однозначная: россияне почувствовали, что их унизили. А чувство унижения, как оказалось, действует сильнее, чем реклама или скидки. После первых дней информационного шторма и экономического удара по курортной отрасли Абхазии, местные власти поняли, что ситуация выходит из-под контроля. Осознав масштаб катастрофы, они попытались отыграть назад. Новое заявление было оформлено в более мягком тоне: «Нас неправильно поняли, мы вовсе не имели в виду, что россияне нежеланны. Мы всего лишь просим уважать местные традиции и проявлять больше культуры поведения». Но это объяснение прозвучало неубедительно. Уже было поздно. Общественное мнение в России сформировалось окончательно, и оно было не в пользу Абхазии. Российские телеканалы и популярные телеграм-каналы продолжали разносить эту тему на части. На ток-шоу обсуждали не только сам факт заявления, но и глубинные причины, от политической неблагодарности до культурного высокомерия. Некоторые журналисты провели расследование и выяснили, что из-за отказа российских туристов к августу абхазская экономика потеряла десятки миллионов рублей. Блоги наполнились кадрами пустынных пляжей, заброшенных гостиниц, водителей такси, сидящих без заказов. Люди, вложившие деньги в сезонный бизнес,
начали выражать недовольство не только в интернете, но и на улицах. В небольших городах, таких как Гудаута и Ачамчира, прошли первые митинги. Жители держали плакаты «Россия, наш гость, а не враг, туризм кормит нас, не выгоните еду». Один из предпринимателей, владелец кафе у моря, в интервью местной радиостанции сказал: «Мы 15 лет строили добрые отношения, и все рухнуло из-за чьей-то глупости». Тем временем, в России происходило нечто беспрецедентное. Общество объединилось против ситуации, как будто кто-то задел личное чувство достоинства каждого. Волна флешмобов продолжалась. Люди публиковали посты с хэштегами «Решетка не поеду в Абхазию» и «Решетка сваю лучше», выкладывая фото с курортов Краснодарского края, Крыма, Алтая и Байкала. Многие отмечали, что в России, оказывается, столько прекрасных мест, куда раньше не ездили просто по привычке. Туризм внутри страны переживал настоящий подъем. В Сочи в июле зафиксировали рекордную загрузку отелей. Анапа, Геленджик и Дагестан сообщали о наплыве гостей. Даже отдаленные базы отдыха в Карелии и Бурятии начали принимать заявки, не справляясь с количеством желающих. Российские блогеры начали сравнивать сервис. «Вот где тебя уважают», — говорил популярный тревел-ютубер, снимая уютный домик в горах Кабардино-Балкарии. Он с сарказмом добавил: «А в Абхазии, видимо, решили, что могут позволить себе избирательный прием гостей». Ну-ну. Некоторые юмористы выложили ролики, в которых абхазские чиновники изображались как хозяева ресторана, выгоняющие постоянного клиента со словами: «Ты слишком часто приходишь, и мы устали от твоих чаевых». Сатира усиливала народное раздражение. В самой Абхазии началась нервозность. Министерство туризма выпустило официальное извинение, но оно прозвучало сухо и формально. На местах чиновники получали звонки от разъяренных предпринимателей, требовавших объяснений и действий. Один из депутатов местного парламента публично назвал заявление коллеги «ошибкой века», добавив: «Мы поссорились с единственным донором и партнером. Теперь будем пить вино в одиночестве». По ночам в столице Сухуми дежурили полицейские, опасались народных протестов. Крики на улицах стали привычным фоном. Люди требовали немедленных реформ и возвращения к политике уважительного партнерства. Но в России уже никто не торопился с ответом. Для многих эта история стала символом. Символом того, что терпение у огромной страны тоже имеет границы. И если тебя оскорбляют, ты не обязан возвращаться. После нескольких недель тотального туристического коллапса и стремительно нарастающего экономического кризиса в Абхазии, ситуация достигла критической точки. Местные власти оказались под невероятным давлением, не только со стороны бизнеса, но и простых граждан. Люди, чьи семьи десятилетиями зарабатывали на летних сезонах, оказались на грани выживания. Владелец гостиницы в Новом Афоне, выступая на местном телевидении, со слезами на глазах говорил: «Мы вложили все, что имели. У нас кредиты, у нас работники, у нас дети. А теперь, кому мы нужны без российских туристов?» Эти слова стали вирусными, и даже российские блогеры, ранее критиковавшие Абхазию, начали цитировать их как пример расплаты за высокомерие. Внутри абхазского парламента начались бурные дебаты. Молодые депутаты требовали ответственности и призывали к смене курса. Главный виновник скандала, чиновник, сделавший то самое резонансное заявление, сначала пытался отмалчиваться, но под давлением общественности и прессы был вынужден выступить. Однако вместо извинений он начал оправдываться, говоря, что его слова вырвали из контекста. Это лишь усилило гнев. В народе пошли слухи о возможном импичменте, а затем эти слухи подтвердились. Депутаты проголосовали за отстранение его от должности. На улицах Сухума раздались крики: «Поздно! Уже поздно!». Тем временем новое руководство страны, понимая, что момент решающий, пошло на отчаянный шаг. Они записали специальное видеообращение к российскому народу. В кадре не чиновники, а простые люди, бабушки с пустыми прилавками, дети на безлюдных пляжах, мужчины у закрытых кафе. Голос за кадром с раскаянием говорил: «Мы допустили ошибку. Мы не хотим терять вас. Россияне — это не просто туристы. Это наши друзья, это наша семья». Видео быстро распространилось по соцсетям, вызвав волну обсуждений, но реакция была неоднозначной. Одни говорили: «Молодцы, осознали», другие: «Поздно раскаиваться, когда остался без денег». Россия в это время демонстрировала спокойную, но твердую позицию.
Официальных ответов не последовало. Политики в Москве делали заявления в стиле «каждая страна вольна выбирать свое будущее». Мы никого не держим. Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Россия исходит из взаимного уважения, а не из ультиматумов. Общественное мнение оставалось устойчивым: не вернемся туда, где нас не ждали. Через 2 месяца, осенью, в Москву прибыла официальная делегация из Абхазии. За закрытыми дверями обсуждались условия восстановления доверия. Российская сторона выдвинула жесткие требования: полные официальные извинения, документированные обязательства не допускать подобной риторики в будущем и участие в совместных гуманитарных и культурных проектах. Абхазская делегация приняла все условия. Они знали, другого выбора нет. После возвращения домой в местных СМИ появилось сообщение: отношения с Российской Федерацией стабилизируются. Но несмотря на попытки сгладить ситуацию, многое уже было утеряно. Российские туристы нашли новые маршруты. Курорты Краснодарского края укрепились как полноценная альтернатива. Люди говорили: теперь мы отдыхаем у себя, и гордимся этим. Даже в тех регионах, где раньше не было активного туризма, начали строить инфраструктуру, открывать гостиницы, развивать гастрономические туры. Абхазия осталась с тяжелым уроком: репутация строится годами, а рушится за одну фразу. Россия же показала, что может встать единым фронтом, когда задевают ее достоинства. И это стало финальной точкой в истории, где гордость оказалась сильнее желания простить.